Доброго дня, уважаемые подписчики. Как у вас дела? Я хочу вам немного заснять видео на тему, как понять, что приклад должен полностью ложиться и совпадать. Основной критерий – это то, что можно набрать в гугле слово приклад, и вы увидите, что там много выходит значений, определения этого слова. Там есть первое значение как плечевой упор, для того, чтобы можно было комфортно стрелять и было удобно. И второе, Википедия подсказывает нам, что ссылает на глагол прикладывать, который больше всего подходит мне. Приклад, стрелка прикладывать. Смотрим слово прикладывать, это значит плотно прижимать что-то к чему-то. То есть плотно это можно обнять дочку, жену, плотно что-то одеть, держать что-то плотно, да, что-то вообще вплотную прижимать. Вот что это дает, вот это вот именно слово, глагол прикладывать. Человек по интуиции сам, когда влаживает приклад, когда поднимает приклад, ружье, он хочет стать одним целым для того, чтобы оно плотно прилегало к нему, к телу, получается. Для того, чтобы, когда человек нажимает на курок, необходимо, чтобы кончики стволов не подпрыгивали. Если, допустим, не плотно прижаться, а нажать на курок в таком положении, то ружье, оно обычно устремляется в направлении по горизонтали, и большую часть оно устремляется вверх. То есть, если нажать на этот курок с патроном, это глупая аналогия, но для меня она очень понятна, ружье у нас подскочит. И для того, чтобы оно не подскакивало, что нужно сделать? Необходимо плотно прижать, но при этом, ребята, не подстраиваясь под ружье. То есть, не поднимая плечо, не прижимая плечо, не накреняя шею, не накреняя шею, потом неправильный приклад, он торчит из-под плеча, получается, где-то на конце плеча упирается, не внутри, допустим, да, и человек пытается интуитивно стать одним целым, но он не может стать одним целым, потому что, к сожалению, именно небольшие размеры приклада, они не дают ему стать одним целым. И при выстреле, к сожалению, дробь или пуля, она уходит в сторону. Вверх, слева, справа, снизу. Виной этому может играть приклад. И самое главное, что я хотел сказать, ребята, это привычка. Когда приклад неудобный, человек начинает кивать, сдергивать. Замечали, наверное, такое, когда осечка патрона или нету патрона в магазине, в патроннике, человек самопроизвольно делает вот такое движение. То есть это вырабатывается привычка, потому что приклад не подходил к человеку, потому что он хотел быть одним целым и комфортно нажимать на курочек, поражая при этом мишени. Но из-за того, что он не видит, глаз закрытый, и все то, что я перечислил, всевозможные моменты, которые мешают человеку стать одним целым, чтобы оно плотно прилегало, он испытывает неудобства и мажет, к сожалению. У нас есть 4 значения простых. Это рука, когда человек держит цевье, для того, чтобы была вскидка. Ружье разряжено. Рука, скула и плечо, ребята. Вот эти 3 точки. 4-я точка, это рукоятка. Она тоже очень сильно важная вещь. Но вот эти 4 как раз компонента, они формируют правильную вкладку. Поэтому, ребята, я думаю, начинающим охотникам эта информация, если была полезна, ставьте лайки. Всего доброго, до скорой встречи.